Урметлі сейірчілер, хаберлерден таныш олдық. Ярамадамызда нелер олып кешті, белки де нелер олажағына айттылар. Шымды исе, қатырлатамыз бүгін халқара оле мудырлер күні. Ве бұл себептен біздің студиямызда айны бөлі вазифені бечерген инсан. Elbette aziz teleseyirciler, müdirlerden biri olgan insanımız Meryem Seytumерова Хансарайдaki Kırım Tatar Tarih ve Medeniyet Müzeyi'nin müdiri. Selamun aleyküm, hoş geldiniz. Селям. Сагамс. Как началось ваше утро? Ой, началось переживание. Но, как любое утро, конечно, начинается с чашки черного кофе. Ну и конечно, с переживанием, что нужно ехать в Симферополь. Передача. Сегодня вот на самом деле нашу студию украшают исключительно гости из Бахчисарая. Какая прелесть. Да. Первый гость, когда приехал, он говорит, погода была немножко плохая, дождик шел еще. А сейчас как погода, когда вы ехали? Ага, ну что-то моросило. Единственное, что как бы я сразу села в машину, меня привезли, все было с комфортом, поэтому тепло. Вы не обратили внимания? Я не обратила внимания, в машине было хорошо, комфортно, тепло. Угу. А скажите, пожалуйста, вот что нужно делать для того, чтобы утром всегда оставаться вот такой же веселой, как вы? Ой, подходишь к зеркалу, волосы дыбом. Это обязательно, да, чтобы так было? Посмотреть, рассмеяться, улыбнуться. И, наверное, вот это дает позитив на целый день. Что бы ни было, в любом случае, понятно, что случаются разные ситуации, проблемы. Но с них начинать не стоит. Улыбнулся сам себе, потом навел на лице порядок, и все хорошо. Главное, кофе выпить. Сегодня, так сказать, Международный день начальника. Ну, мы его называем прям международным. Вот. И вы как бы тоже в своем роде начальник, потому что вы заведуете, руководите, да, именно музеем истории и культуры в Хансарае. Скажите, пожалуйста, вот чем сейчас живет этот музей? Ой, мы живем в преддверии большого-большого праздника. Следующий год у нас юбилей. Не только у нас. Это юбилей вообще нашего народа. Это юбилей и всего Крыма. 100 лет музея в Ханском дворце. Это огромная дата. Это такой огромный труд. Об этом нужно говорить. Надо вспомнить всех, кто сохранил этот дворец, кто его начинал музей, кто начинал в нем музей. Ну, действительно, нужно проработать все нюансы, чтобы это было красиво, достойно, на высоком уровне. Ну и плюс наша текущая работа. Нет дня, чтобы вот просто он прошел абсолютно вот безрезультатно. Что-то мы делаем, что-то решаем, принимаем решения, и каждый день мы, конечно, встречаем людей. И это тоже наша главная, основная задача. Поэтому это не то, что не скучно. Вот, честно говоря, даже некогда вот подумать о чем-то другом. Мы вот в работе, в Ханском дворце, в музее, все крутится, все вертится. Все. В музее все комнаты работают или закрытые есть комнаты? Конечно, есть часть закрытых помещений. Она закрыта, они закрыты, потому как они нуждаются в реставрации. Много очень делается, как бы объект федерального значения, и поэтому все очень аккуратно, все очень осторожно, все делается, чтобы не причинить ущерба и не причинить вреда. Над Ханским дворцом в свое время очень много проводили экспериментов, безобразно было отношение к ремонтам. Вот сейчас нужно очень подходить аккуратно к этому. Вот мы стараемся как бы соблюсти. Часть комнат закрыта, очень красивых, весомых, интересных. Наш золотой кабинет, о котором я рассказываю, говорю, вот на втором золото. Не все то золото, что блестит. И важность не обязательно в золоте должна сохраняться. Наши росписи, наша архитектура, значимость нашего дворца настолько важна, что, ну, конечно, все, кто работают в самом музее, да и в заповеднике в целом, ну, несут огромную ответственность за него и за будущее этого дворца. На самом деле. Я всегда мечтала, стояла от закрытой двери, хотелось сюда всегда попасть, но мечты. Все будет. Я уверена, я оптимист по жизни, я думаю, что еще лет 5, вот реставрация просто быстро очень не делается. Поэтому, может быть, даже в лучшем случае, через 5 лет, конечно, это в лучшем случае, мы откроем, покажем. Ага. А вообще, в плане реставрации, большая ли команда трудится над этим делом?
Да, мало того, что большая команда, еще на разном уровне, то есть разного подчинения. Хочу сказать, что этот вопрос мы не только сами решаем, то есть тут задействованы очень многие службы и на уровне государства, естественно. Поэтому радует то, что вопрос Ханского дворца не брошенный на произвол. И если нам нужна бывает помощь, на помощь приходит и районный совет, и районная администрация, и Совмин, все службы. Когда речь идет о дворце, никто не стоит в стороне. Конечно, Минкульт особо смотрит за нами, помогает. Ну, все достаточно проходит, вот людям кажется, что медленно, но объекты у нас очень важны, и согласование, экспертиза, это все очень длительная процедура. Мы не можем сами просто поставить там, я не знаю, лестницу или леса и начать раскрашивать. То есть специализированные фирмы с лицензиями, которые только они имеют право что-то у нас там делать. Поэтому это все очень сложно. Но мы стараемся. А красить можно? Нет. То есть вообще, да, все определенные люди определенным делом занимаются. Конечно, да. Все так серьезно. Еще что нас интересует, это посещаемость, конечно. Ой, мы любимые, это меня так радует, мы популярны. Когда приезжают в Крым, чтобы не посетить Ханский дворец, вот казалось бы, да, мы не на побережье, для нас надо доехать еще, это... Но относительно из Симферополя до вас доехать не так уж и сложно. 25 километров всего лишь. Да, ну это пути. вот мы, крымчане, вот мы такие, может быть, не очень такие легкие на подъем, а приезжают к нам туристы. Для них вот, ну, наши, как расстояние ничего не значит. И знаете, вот я смотрела, лето было жаркое, в автобусах, в такую жару, в пекло приезжали. И они готовы были выстаивать там небольшие очереди, ну, потому что людей у нас было много. Да, собственно говоря, и ничто их не останавливало, и там кому-то плохо становилось. Ну, это летом явление такое достаточно обычное, но к нам ехали, несмотря ни на что. А какие впечатления и вообще для чего к вам едут? Возможно, среди них есть туристы, которые в первый раз и просто хотят узнать, что это такое Ханский дворец. А возможно, среди них есть люди, которые уже с какой-то целью к вам едут. Ой, многие едут, как я выяснила, я постоянно мониторю людей, я спрашиваю, что им интересно, что бы они еще хотели видеть, что не так, что-то, может быть, они где-то еще что-то лучше видели. А многие приезжают первый раз, вот особенно в этом году я просмотрела. Приезжают посмотреть, слышали они что-то о крымских татарах, о Ханском дворце. Ну, некоторые приезжают за какой-то фантастикой, за восточной сказкой. Выходит, у них такое прозрение в глазах, они не понимают, они понимают, что это не просто восточная сказка, то есть здесь уже есть история, подоснова. Вот мы пытаемся им рассказать, чтобы они поняли, что такое крымское ханство, о крымских ханах, кто такие крымские татары, об истории, о традициях, о культуре, о быте. И они выходят, они понимают, что это вот именно часть Крыма, часть истории Крыма. Ну, вот спрашиваю я, бывает такое, интересно ли вам, например, о крымских татарах узнать? Да, очень интересно, вы знаете, расскажите больше. Интересна вам этнография? Очень интересно, вот хотелось бы и то, и это. Поэтому я слышу, что хотят люди, и я понимаю, что мне не хватает экспозиционных площадей. Вот я бы еще это рассказала, я бы еще это. А вот в истории крымских татар вот эта часть истории еще не освещена. А это вот как раз было бы то, что вот сейчас нужно. Планов много. И вот все хотелось бы рассказать, и это имеет социальный заказ. Ну, люди с удовольствием бы на это посмотрели, послушали бы, узнали. Интерес есть. К нам приезжают за историей, к нам приезжают за информацией. Ну, огромную мы социальную роль выполняем, информационную роль выполняем, идеологическую роль выполняем. Ну, людям очень интересно выходят, некоторые говорят, вы не понимаете, вы работаете в таком месте, какое-то счастье, вы работаете в Ханском дворце. Ну, вот в основном вот такие отзывы. Ну, в основном туристы приезжают летом. Ну да. А в течение года, не сезонного года, так сказать, Свадьба, наверное. количество туристов какое? И вообще приезжают ли люди осенью, зимой, весной? Ну, кроме свадеб, давайте вот
Конечно, мы круглогодичный музей, и мы работаем без выходных. У нас один день в году выходной, это 1 января. И у нас постоянно люди. Конечно, летом у нас массовый турист идет, связано это с сезонностью, но и межсезонье нас не забывают, ну, в зависимости от того количества людей, которые посещают в Крым в целом. Поэтому я понимаю, что в зависимости от развития туристического рынка, предложений, когда людям будут предлагать оздоровительный туризм, когда здесь будет круглогодично заполнено санаторий, то они будут приезжать к нам, потому что мы как бы мы Всегда открыты, всегда открыты, всегда рады, и мы всегда пользуемся интересом. А каких кадров берете на работу? Историков, как мы Молодых знаем? идей. Молодых, идейных, Да. да, творческих, молодых, вот с идеями. Конечно, есть определенные квалификационные требования. В то же время, мне самой нравится работать с молодыми. Они не зашоренные, у них интересные идеи. И с ними вот легче. Я по натуре такой человек, что я всегда бегу за радугой. И мне хочется посмотреть, что там дальше. Ну вот и команда вот такая же должна быть. Поэтому... Ага. А молодых надо ведь как-то привлекать. Да. Вот в первую очередь, я знаю, что зачастую, вот насчет музея, если мы заговорим, да, то обычно начинается все со школьной скамьи. Так. Детей целыми классами ведут на экскурсию, все показывают, все показывают. В университете это обычно идея такая, что давайте соберемся и куда-нибудь поедем. Часть поедет, часть не поедет, потому что половина лентяи просто. Да. Не потому что денег нет, а потому что лентяи. Да. И потом, может быть, еще, конечно, практика проходить. Так вот, скажите, пожалуйста, как вы, ну, если это правильно будет сказать, заманиваете к себе молодых специалистов? Ой, вот именно слово «заманивание», наверное, и присутствует. Ну, вы понимаете, у нас экскурсионное обслуживание, да, и я вот хотела бы, конечно, молодежь видеть в числе наших вот экскурсоводов, которые будут вести людей, которые будут рассказывать увлеченно. И, конечно, я понимаю, что когда человек рассказывает о культуре своего народа, да, он по-другому вкладывается. И вот здесь есть большая проблема, когда наша молодежь старается, почему-то вот очень много молодых людей стараются бежать за большим рублем. И, знаете, как бы не совсем хотят идти работать к нам, там действительно нужно выкладываться, с людьми тяжело работать. Они разные, нужно быть не просто вот знать информацию и материал, нужно быть и педагогом, нужно быть воспитателем, психологом. Да. Ну, и вот это тяжело. И как бы, ну, зарплата государственного учреждения, там вроде нормальная зарплата для государственного учреждения, но, наверное, где-то на обслуживающем вот рынке, там предложение, там может быть больше легче, можно заработать. Поэтому заманивание, это, конечно, вопрос еще тот, что кто бы пришел. Ну, вот со студентами, вы знаете, это... Историки? Не обязательно. Филологи могут быть. Филологи, историки, и иногда, ну, как бы гуманитарии, будем так говорить. Иногда есть люди, которые вот от природы к этому, как бы, имеют способности и работают иногда лучше, чем филологи или историки. Но вот со студентами это хорошая идея. Да? Рассказываете на русском только или на крымско-татарском, на английском, может? Ну, у нас по-разному. У нас есть специалисты разного языкового уровня. Ну, по-разному. В основном на русском языке, потому что, ну, как бы, приезжают русскоязычные группы. А английский бывает? Есть, да, конечно. Вот зачем надо брать молодых, английский больше знают. А я в свое время вот водил экскурсию тоже по Ханскому дворцу, но в качестве переводчика для гостей. Был, то есть, экспедитор, который все рассказывал, а я вот вынужден был переводить. Ну, у меня такая практика была. Вот сейчас я в свое время понял, что это на самом деле очень интересно. Почему сейчас нужно посещать Ханский дворец и ваши пожелания для наших телезрителей? Ханский дворец. Вот для меня это флаг вот нашего народа.
Все, кто работает в Ханском дворце, это вот знаменосцы. Мы стараемся его удержать, мы его стараемся на высоком уровне. Все-таки там подоплека наука у нас идет. Все, что печатается, публикуется сотрудниками нашего музея, оно уже как бы облекается в какую-то академичность, доверием пользуется, поэтому очень осторожно, я всегда говорю, все только проверенная информация, только которая имеет основу какую-то. И вот то, что мы сохранили, не то, что мы сохранили, а вот поколение людей, которые работали в музее, в Ханском дворце, все, что сохранено у нас, вот это, оно как бы наш геном. Нам надо приходить, потому что вот собрано основное вот такой вот сгусток нашей культуры, нашей традиции. Мы работаем, чтобы показать больше, чтобы было интересно, чтобы заинтересовать и чтобы люди поняли наши чаяния, наши вопросы, наши переживания. И поэтому особенно, конечно, хотелось бы, чтобы крымчане и крымские татары приезжали к нам почаще. У нас есть возможность, каждый первый понедельник месяца у нас бесплатно вход для всех детей до 18 лет. Приезжайте к нам. Вот, приезжайте, это не реклама. Ну и пожелания, конечно, мира, добра, благополучия в каждую семью, в каждый дом, каждому. И вот саморазвитие обязательно. Человек должен получить возможность реализоваться. Я говорю и говорила, мы талантливые все. И мы очень талантливая нация. И надо иметь возможность, чтобы у каждого была вот именно работать и заниматься тем, что близко. Ну и, конечно, приезжайте в Ханский дворец, мы всегда вас ждем. Çok sağ olunuz. Келгеніңіз үшін sağ olunuz. Ve biz sizni da bekleyecekmiz bu studiyada. Пахловыз. Böylelikle hürmetli seyirciler, bugün Halkara Müdürler Günü sebebinden bizim stüdyamızda Meryem Hanım Seytumerova, Hansaray'daki Kırım Tatar Tarih ve Medeniyet Müzeyinin müdürü bulunaydı. Bugün bütün misafirlerimiz Bahçesaray'dan. Ne kadar güzel şehir. Da bir kere teklif edemiz, tavsiye etemiz. Bahçesaray'a barınız, ziyaret etiniz, her bir köşesini öğreniniz, көріңіз ve біліңіз. Elbette aziz teleseyirciler, böyle fırsat sizde de olacak. Bizim böyle biletlerimiz sizni bekleysiz. Hazırlanınız ve viktorinalarımızga, suallerimizge cevap vermeye hazırlanıp bizge telefon açarsınız. Endi ise bizim efirimizde bugünkü rubrikamız, aytkanımız gibi 21. asırның yanılıkları buyurunuz.